Урок номер 52. Проверьте себя. Упражнение 1. Послушайте отрывок из книги Каната Букежанова «Гильгамеш из кукурузного переулка». Назовите героев и основные события. Про птичьи разговоры. «Что это у тебя?» – спросил Чингизик. «Клетка?» «Это ловушка», – сказал Радик. В это время щегол в клетке начал жалобно петь. Пи, пи. Вдруг рядом с клеткой села синичка и запела «Сукерек, сукерек». Гилька сказал: «Это она по-казахски поет, надо воды». Тут отозвалась другая синичка: «Щелек, щелек, щелек». Твой щегол поет «пить, пить». Синички отвечают: «Надо воды, надо воды». «Они умные, только надо понимать их разговоры», — сказал Гилька. Радик вдруг подошел к ловушке, открыл клетку, подбросил щегла в небо, и тот полетел. На душе у Радика было хорошо. Құстардың тілесуі. «Мынауың не?» деп сұрады Шыңғысбек. «Тор ма?» «Бұл тұзақ», деді Радик. Сол кезде тордағы сақабас торғай щегол аянышты дауыспен «Іш, іш, іш» деп сайрай бастады. Кенет тордың қасына бір шымшық қонды да «Су керек, су керек» деп сайрай жөнелді. Гилька: «Бұл оның қазақша айтқаны «су керек» деді. Сол кезде басқа бір шымшық «Шелек, шелек, шелек» деп жауап қатты. «Сенің торғайың іш, іш, іш» дейді, ал шамшықтар «су керек, су керек» деп жауап береді. Олар ақылды, тек олардың тілін түсіну білу керек, деді Гилька. Радик кенет тұзаққа жақындап келіп, торды ашты да торғайды көкке қарай ұшырып жіберді. Ол ұша жөнелді. Радик өзін өте жеңіл әрі жақсы сезінді. Теперь ответим на вопросы. Герои и основные события. Герой Радик, мальчик, который поймал щегла. Чингизик, друг или знакомый Радика. Гилька, мальчик, который понимает язык птиц. Основные события. Встреча друзей. Чингизик замечает у Радика клетку-ловушку с пойманным щеглом. Пение птиц. Плененный щегол жалобно просит пить. А прилетевшие синички на казахском языке подтверждают это. Осознание. Гилька объясняет Радику, что птицы умные существа, и они просто хотят пить. Освобождение. Радик, тронутый словами друзей и пением птиц, открывает клетку и выпускает щегла на волю, чувствуя при этом облегчение и радость. Тип текста. Тип данного текста — повествование. Почему? Потому что в тексте описываются последовательные действия, события сменяют друг друга. Есть завязка, встреча с клеткой, развитие действия, разговор о птицах и развязка, освобождение птицы. К тексту можно задать вопрос, что произошло. Теперь ответим на вопросы. О чем разговаривали птицы? Птицы разговаривали о жажде. Щегол в клетке жалобно просил пить. А синички на воле отвечали ему, подтверждая, что ему действительно нужна вода. Почему Радик открыл клетку? Радик открыл клетку, потому что осознал страдания птицы. Поняв через объяснение Гильки язык щегла и синичек, он почувствовал сострадание. И как могла бы закончиться эта история, если бы события пошли по другому сценарию? Радик мог бы сначала не поверить друзьям и оставить птицу у себя, но увидев на следующее утро, как щегол загрустил и перестал петь даже о воде, он бы понял, что свобода дороже любой клетки, и выпустил бы его. Упражнение 2. Подумайте, как человек должен беречь природу. Составьте предложение со словами «надо», «нужно», «можно», «нельзя». Напишите в тетради. Человеку надо научиться беречь природу. Ребятам нужно заботиться о птицах зимой. В лесу нельзя разжигать костер. В заповеднике можно увидеть архара. Упражнение 3.
Прочитайте предложения, найдите ошибки, определите, что в них неправильно. Сөйлемдерді оқимыз, қателерін табамыз. Қай жерінде қандай қате кеткен. Первое предложение. В Красную книгу занесена информация о тех птицах, рыбах, зверях, которых очень много. Эта информация неверная, да? Потому что в Красную книгу занесена информация о птицах и зверях, которых очень мало. Заповедник – это место, где оберегают и охраняют природу, растений и животных. Эта информация верная. Человеку не нужно заботиться о природе. Информация неверная, нужно наоборот заботиться. И страницы Красной книги разноцветные. Верно. Упражнение 4. Правильно поставьте знаки препинания в конце предложения. Проверьте работу одноклассников. Сөйлемнің соңына тыныс белгілерін қойып шық дейді. Бірінші сөйлем. Человеку нужна чистая природа. Мына жерде нүкте қоюға болады, немесе леп белгісін қоюға болады. Второе предложение. О чем поют птицы? Сұрақ белгісі, я. Как человек охраняет природу? Вопросительный знак. Упражнение 5. По данному началу определите тип текста. Беречь воду нужно, потому что это здоровье человека. Рассуждение. Рано утром ребята пошли в горы. Повествование. Синичка очень маленькая птичка. Описание. Упражнение 6. Рассмотрите картинку. Придумайте название. Составьте 2 предложения. Напишите в тетради. Суретке қараймыз, суретке ат қоямыз, 2 сөйлем құрастырамыз. Слова подсказкада тұрған сөздерді пайдаланамыз. Планета, небо, цветы, птицы, природа. Можно озаглавить как «Живая планета» или «Улыбка Земли». На ваш выбор я предлагаю 2 названия. Біреуін таңдайсыздар. Предложение. Наша планета Земля очень красивая и добрая. В голубом небе над ней весело летают птицы. Ексулем. Или басқа вариант. На голове у Земли расцвели чудесные цветы. Мы должны беречь нашу прекрасную природу. Екі таңдаған сөйлемді дәптерге жазып аласыңдар. Упражнение 7. Найдите слова в орфографическом словарике. Напишите в тетради правильно. Проверьте работу одноклассника. Сөздіктен сөздерді қарап дұрыстап жазамыз. Планета А, завод А, остров О, экология О, хозяин О, сокровище О, соловей О, щегол Е.